Друзья, вот и подошел к концу очередной турнир Найза 54, и мы, как вошло уже в традицию, подводим итоги этого турнира с Нурбеком Карабала, главой лиги Найза, Саидазизом Саидалиевым, человеком, который пригласил сюда Найза в Узбекистан, и Жуманом Жумабековым, по сути, уже голосом, лицом и просто бойцом лиги Найза. Нурбек, давай начнем с каких-то итогов, как мы любим это делать. Какая оценка этому турниру, какую можно поставить по 10-бальной шкале? Ну, традиционно десяточку можно поставить, если в прошлый раз у нас девяточка была, сегодня десяточка. Ну, знаешь, как бы, почему так? Во-первых, бои, помнишь, да, что говорили про этот карт? То есть он не может быть интересным, зрители, возможно, там, ну, не совсем заинтересуются, много малоизвестных, но сегодня ребята выдали такие поединки, зажглись новые звезды, что я вот самое мое любимое, что происходит у нас в лиге, это вот когда зажигаются звезды. Самандар, в Гран-при дрались ребята. Мы увидели там, такая интрига была, да, там две победы у узбекской команды, 2 победы у казахстанской команды с Уральска. А позже уже был такой момент, когда там все решалось последним боем, и он достаточно такой зрелищный. Эти ребята, которые не прошли с Уральска, с Казахстана, я многих из них, которые сегодня дрались, увидел для себя лично людей, как будущих бойцов лиги Найза. Да, чуть-чуть опыта надо набраться, подраться, но в целом вот сколько клубов, да, насчитать можно в том же Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане. Но вот есть такой клуб, Эмир, да, топ-тим с Уральска, Саксай, где ребята показали класс, да, в поединках, хорошие поединки. С узбекской стороны, да, там сильные ребята были, хорошие. И на равных так отдрались. Счет такой красивый получился, 2-2. И вот под конец титульный бой. Абулкасым парень. Я для себя сегодня в сторис его увидел. Первый раз в жизни вижу этого парня. Но чем-то он напоминает нашего Асу. И я думаю, у него такое очень большое, хорошее будущее. В целом турнир в организационном плане, я вот хочу поблагодарить, пользуясь случаем, узбекскую сторону, наших братьев, партнеров по нашему ивенту, по нашим событиям. Мы показали, что здесь, в Центральной Азии, есть ребята, узбеки, кыргызы, казахи, ну, русские и многие-многие другие, которые могут конкурировать на мировом уровне. И будем над ними работать, будем делать из них звезд мировой величины. Саидазиз, перед тем, как оценку сказать турнира, расскажи, не пожалел ли ты, что пригласил Найзу в гости? Avvalambor hammalarga assalomu alaykum. Bizlarni shu yerda hurmat qilib kelganlarga, hammalarga, Nurbekga, hammaga avvalambor rahmat kattakon. Biz bu turnirdan xudo xolisi ko'p narsa o'rgandik, o'rnak oldik. Xudo xolisi kelajakda inshaalloh ko'p narsalar o'rgangan narsalarimizni qilib, xudo xolisi bu yog'iga birgalikda Nurbek ham bilan, Nayza bilan hamkorlikda ishlash niyat bor. Xudo xolisi biz ham kelajakda shu UFC'larga chiqmoqchimiz, xudo xolisi. Shu o'zbek xalqi bilan inshaalloh hammamiz birgalikda harakat qilamiz. Nurbek hamga iltimos qildi, Nurbek hamga rahmat kattakon. Abdushi rahmat, bizga shu podдержать qildilar, bolalarga davay Saidaz qilamiz, yordam beramiz, bolalar harakat qilsin, turnir qilamiz deb Nurbek ham malades bizga yordam berdilar. Abdushi rahmat, qozoq eliga hammaga rahmat. Biz xursandmiz. Qozoqlar, o'zbeklar har doim birga bo'lib shu Nayzani organizatsiyani kuchaytirib, birga hamkorlikda xudo xolisi UFC'largacha borish niyat bor. Bizda turnirdan xullas hamma o'zbeklar xursandmiz. Kelajakda xudo xolisi bundan ham zo'r turnir qilishni niyatlarimiz bor, xudo xolisi. Он говорит, что очень все понравилось, что это для него очень большой опыт. Будет в будущем у нас совместная работа по проведению, возможно, в Узбекистане таких крупных ивентов на таких больших аренах с зрителями. Благодарит Казахстан, благодарит команду, благодарит всех зрителей, которые пришли. Ну, в целом, слова благодарности и удивления, а также большое стремление и желание сделать Найзу тем промоушеном, который будет на уровне UFC. Теперь хочется спросить у Жумана, как ему турнир, он смотрел с первого до последнего боя. Поделись оценкой, ты боец, у тебя огромная экспертиза. Как тебе бои и, наверное, какой выделишь? Я бүгінгі таңда Найза лигасы Өзбекстанда өтті. Біздің көшеметтің көпшіліктің қолдауымен өте тартысты турнир өтті деп ойлаймын. Сол себепте маған ұнаған жекпе-жектер ол Гран-при 5-тік жауынгерлер ұнады. Яғни
екі команда да 2-2 тең-бе-тең келіп тұрып, сол соңғы 5-ші жекпе-жек сол гран-придің тағдырын шешіп кетті деп айтсақ болады. Әрине, екі жауынгердің де мойнында үлкен ауыртпашылық болды, сол себепте маған қызықты осы 5-тік гран-при болды. Бірақ енді одан кейінгі рейтингі бойдың ішінде маған қатты ұнаған жауынгердің бірі ол Әбілқасым Бекжан деген жігіт, 57 килограмм салмақ дәрежесінде өзін көрсеткен. Оның жаңағыдай жекпе-жек барысында өзін ұстауы, любительскийдан үлкен базасы бар екен, көп шыныққан жақсы спортшылардың бірі. Яғни өзіміздің UFC жауынгер асулармен спарринг жасап жүрген жігіттің бірі. Сол себепте осы жігітті үлкен бойларда, үлкен жекпе-жектерде күтемін. Өз басым маған ұнаған жекпе-жектердің бірі осы. Нурбек, вот если можно сказать, что первый блин был комом с Гран-при, потому что слетело много пар в первом этапе, сегодня получилось прям очень напряженно, счет был 2-2, действительно решал последний бой, исход всего вот этого межматчевого поединка. Но изначально ты обещал, что будут бонусы в Гран-при, на них были выделены деньги, сегодня тебя просили о бонусе. Есть ли уже какое-то имя, какая пара получит бонус за лучший нокаут? Именно в Гран-при нокаута, я как помню, не было, да? Были удушающие, были ТКО, но нокаута не было. Я оповещаю их, что 1 000 000 тенге дам за лучший нокаут. За лучший нокаут, но, к сожалению, пока его нет. Ребята хотят быстро завершить с минимальным ущербом, как говорится, но при этом были моменты, где рисковали, красиво было. В целом, можно сказать, нокаута я не помню. Вот видишь, 15 поединков, все запомнить, хотя я практически все прям детально просмотрел и давал оценку. Все 5 боев первых они закончились досрочно. В первом раунде, к тому же. Только второй до второго раунда. Последний бой дотянул до второго раунда. Ну, в целом, я думаю, сегодня бонус заслуживает реально, если вне Гран-при смотреть, это Самандар. Вопрос Саиду Азизу. Сегодня выступало очень много ребят из твоего клуба. Может быть, есть какой-то специальный бонус от тебя? Вот Нурбек за нокаут не хочет давать, но были же и сабмишины. Может быть, кого-то обрадуешь? Bizni komandamiz bilan xudo xohlasa shu Samandarga bonus berishga niyat qilib gaplashdik bolalar bilan. Samandarga bonus beramiz xudo xohlasa. Самандар подчеркнул Самандар с узбекской команды, который вышел, ну ты помнишь, да? Сейчас по очереди, конечно, нужно задать Жуману вопрос, но у нас предстоит грядущие Найзы, и все-таки все хотят увидеть уже кыргызского Тайсона против Жумана Жумабекова. Бой на каком этапе вообще уже? Вообще, по плану, приблизительно мы его планировали на декабрь. У Жумана просто сейчас вне лиги состоит бой. Не буду говорить там, ну, титульный же бой, да? Уже болды ғой, жарияладыңдар ғой, да? Хардкор, я? Хардкорда. Енді, я думаю, на пользу пойдет Жуману. И это такой, можно сказать, поединок за бой, он всегда интересен. Думаю, Жуману нужно подраться, заработать. А так, в целом, или если успеваем до декабря, если не успеваем, тогда начало первый квартал следующего года. В принципе, Жуман много не отдыхает, ты же помнишь, даже после травмы он там через 2 недели выходит и дерется. А так в целом. Жуман, хочется от тебя какой-то прогноз на твой же бой против кыргызского Тайсона услышать. Стоит ли ждать искры в этом бою или наоборот пытаешься там осторожно как-то все это сделать? Ну, Миша, я осторожность не умею. Я умею только драться, там, шоу показывать. Но как бы Тайсон тоже не подарок там. В свое время Исеев Ахмади дрался, очень опытный. Я хочу проверить с такими ребятами, да, подраться, на что он способен, посмотреть, я могу ли выиграть его. Конечно, первый акцент я хочу выиграть, я хочу с ним подраться. Но на первом месте у меня сейчас бой в хардкоре за пояс. Хочу этот бой пройти, выиграть, иншаллах, по воле Всевышнего. Потом уже посмотрим, дальше будет. А с моей стороны я всегда готов с ним подраться. Теперь вопрос заключается в том, что он готов ли он канат. Давай поговорим про главный и соглавный бой вечера. Начнем, наверное, с соглавного. Не пожалел, что сделал такой бой? И действительно ли победитель в этом бою Буглана Жиканша выйдет уже на титул? Я думаю, да. После поединка Баглан уже следующий. Он провел 5 поединков, да, 5 побед. Очень зрелищный, харизматичный, веселый. Мне, если честно, в их поединке явного преимущества Баглана Жаханши, если все раунды суммировать, я не увидел.
То есть Лазисхон дрался до конца, у него была попытка там после нокдауна. Но время контроля в партере у Баглана Жаханши больше было. Потом первый раунд и второй раунд, ну, Баглан поинтереснее выглядел. Вот мне не понравилось то, что он в конце чуть-чуть такой стоячий больше был, да. Знаешь, вот что я хочу сказать пацанам, да, которые дерутся. Я понимаю, это нелегко, это очень сложно, нам говорить проще, но ребята должны четко понимать, чтобы не было вопросов, даже если ты не выигрываешь досрочно, даже если ты полагаешься на решение, нужно быть уверенным в этом, да, конкретно уверенным, нужно топить до конца, драться до последней минуты. Каждый из этих бойцов знает, что у него 15, ну, допустим, в трехраундовом бою у него 15 минут боя, и он должен это делать до конца. Жаханша мне очень симпатизирует, как боец, как вообще личность, да, как человек. Красивый такой, яркий боец, отличный боец. Знаешь, даже человечности очень много в нем, воспитание очень хорошее. И в целом он идет, знаешь, как бы, если кто-то на гору карабкаясь, он прям забирается на нее. Но с Лазисхоном у него сегодня... Для меня, для него, ну, по моему мнению, для него был очень сложный поединок. Лазисхон — это тот боец. Знаешь, интересно было. 2 чемпиона мира по греко-римской борьбе. Один там среди юниоров двукратный, второй среди военнослужащих. Ты видел, какие броски были, да? Со стороны там борцовской техники Баглан удивил очень. Но вот концовку чуть смазал. Но я думаю, потянет, поработает над этим. А так, в целом, Баглан я вижу следующим претендентом. Если вдруг там Диас Ирингаипов японцу проиграет, тогда с японцем. Если Диас Ирингаипов защитит свой пояс, тогда уже с Диасом. Перед главным боем еще вопрос Саиду Азизу. Если следующий турнир Найза пройдет в Ташкенте, то кого бы ты видел бы в главном бою вечера? Может быть, есть уже какие-то мысли, кого можно из твоей команды поставить? Yana turnir qiladigan bo'lsa, biza Nodir Glavniy bo'y qilamiz deb bilamiz, xudo xolisa. Nurbek akam ham gaplariga qo'shilaman, lekin Laziz hozir aytganimizdek, biz ham Laziz bo'yini hammamiz 5 ball deb baholab turuvdi. Laziz to'g'rimi Nurbek aka? Laziz yaxshi urishdi, Laziz chiroyli urishdi. Lekin keyingi bo'yga agar qiladigan bo'lsa, Nodir Glavniy bo'y qilamiz yoki Sanjar Glavniy bo'y qilamiz. Знаешь, в Узбекистане сегодня на самом деле очень много бойцов. Нодир — это 10-кратный почти что чемпион Узбекистана по национальной борьбе. У него сегодня была, если честно, такая хорошая проверка. Проверка с бойцом Fight Nights, очень сильным, очень хорошим, волевым. Но ничего он Нодиру противопоставить не смог реально. Нодир, у него нога травмировалась, он начал как бы чуть-чуть как бы на спад идти во втором раунде, но тем не менее хорошо попадал, дорабатывал, такие болевые продержался. Я думаю, что в Узбекистане можно и Санчо, можно и Самандара, ну не главным боем, да, там Санчо, Самандара, там, но в главном карде их точно увидеть. А чтобы в Узбекистан сейчас подойти, нужно сегодня еще там 2-3 таких проверочных хороших поединков провести для этих ребят и еще других. У нас Алёх Ужоев есть, Самандар есть, Машрапов есть, еще брат у него есть, Нодир есть, Санчо есть. Этих всех ребят сейчас нужно обкатать, уже подвести. И я больше чем уверен, пару боев, и кто-то из них уже на титул будет претендентом. Одна игра. Один удар. Один шанс. Один момент. Проживи его. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. И давай тогда теперь к главному бою вечера. Насколько он оправдал и насколько ты, наоборот, был разочарован, что не смог выйти на бой Пума? Знаешь, уже давно перестал разочаровываться тем событием, на которые я не могу повлиять. Если так произошло, по воле, как говорится, Всевышнего так произошло, что этот парень не вышел, ну, есть в этом какой-то определенный смысл, да, благо. Значит, так суждено, так произошло, и другого не будет. Мы будем сожалеть, мы будем там переживать за это, но это делу не поможет. Главное, что, вот знаешь, ребята нашли замену, она была актуальная,
она была актуальна. Этот парень на замену уже выходил у нас несколько раз. Выигрывал топовых бойцов нашей лиги. Были конкурентные поединки. Ну, то есть апсеты, удивление он предоставлял, да. И тут тоже такая интрига была. Ты видел первый раунд? Он был очень опасен. Он был очень опасен. Но сегодня Самандар был лучше. Круче, сильнее, наглее. Ты видел, когда инструктаж рефери проводил, там чуть ли стычка не произошла. То есть ребята вышли заряжены. И бой сам себя оправдал. Очень шикарный поединок получился. Ты видел, вся арена на ногах стояла. Мне очень понравилось, что за Самандаром приехал целый сектор. Это очень круто, это дорогого стоит приехать 150-200 человек и еще там с местной публикой. Это очень... Знаешь, я когда там сидел, видел Самандара, я понял, что это новая звезда Найзы. Он еще зажегся, когда выиграл Намика, а тут он зажегся еще ярче, потому что у Фархочона была очень крутая оппозиция в прошлом. Кому-то выигрывал, кого-то выигрывал, кому-то проигрывал, но тем не менее этот парень всегда дерется до конца, это очень сильно волевой парень. Вот так произошло. Хочу поздравить команду Топ Тим и Самандара. Его ждет, его реально вот этого парня ждет поединок за пояс с Гасановым. То есть я не знаю, почему он тут говорил, типа, ну, Гасанов выйдет, не выйдет. Выйдет железно, Гасанов ждет боя. Он у меня там несколько раз спросил. И однозначно у них будет поединок. А Самандар Пума уже не актуально. Знаешь, это же то событие, которое можно оттянуть. У Пумы сейчас не самые легкие времена. У него там предсвадебное настроение, и мне кажется, это как-то повлияло на него. Где-то полтора месяца, ну не полтора, где-то 20 дней, 30 дней тому назад я уже это понимал. У нас в карде, по идее, под этот бой заменой стоял бой Шахгириева и его соперника. Ну, то есть вообще как бы, да, на 7-7. Но Шахгириев уже дрался, да, за титул, был претендентом. Не дрался, на предтитульнике дрался. И сегодня он, к сожалению, проиграл, победил там боец из Азербайджана. Ну, как бы поздравляем его. И я думаю, что уже Шахгириеву такой возможности не предоставится, да. Но сейчас бы, если бы не Машрапов, скорее всего, вышел бы Шахгириев. И тогда вот между этим определили. Но для узбекистанской аудитории, для узбеков, для казахстанских телезрителей этот бой, я думаю, запомнился надолго. Этот гангстерское колено, гангстерское добивание, броски, там какой-то, знаешь, поединок был супер. И его сделали эти два парня. То есть я не жалею, что это так произошло. Это только украсило сегодняшний вечер. Жуман, тогда небольшую аналитику дай по грядущему титульному бою. Самандар против Гасанова. Как думаешь, как этот бой может закончиться? Иә, бүгін көрдік, жекпе-жек барысында Самандардың өзінің бабында екен. Өйткені ол бүгін шыны керек пой үшін төбелесуге дайын екен көрсетті 5 раундқа. Яғни Машраповқа да айтарым молодец, осы жекпе-жек қабылдап бүкіл турнирді құтқарғанына ол жігітке үлкен рахмет. Сол үшін оған өкінуге болмайды, кішкене тәжірибе алып, ары қарай да бір жақсы жекпе-жекте көрсететінін үміттемін. Сол себепте енді келесі чемпион Гасанов, оған претендент біздің Самандар. Енді Самандарды сөзін шыны керек гангстерді өміріндегі бір ең ауыр жекпе-жектердің бірі күтеді. Өйткені Гасанов өте мықты жауынгерлердің бірі. Бұл жекпе-жекті бәріміз көптен күттік. Бірақ енді нәтижесі бұндай болатынын ешкім білмеді ғой. Сол себепте Самандар мен Гасановтың жекпе-жек арасында өте қызықты болады. Бірақ мен білмеймін, 50-50 менің прогнозым ол жекпе-жекке. И, наверное, по скриптам стоит сказать про Найза 55, турнир, в котором выступит Жалгаз Жумагулов, чемпион Fight Nights, Мухаммад Аминов. Также будет будет первая защита Диаса Еренгейпова пояса в наилегчайшем весе. Что еще можно добавить, Нурбек? А что можно добавить, когда объявили такие 3 крутых поединка? Еще будут не один, много поединков крутых. Буквально в понедельник объявим дату, точную дату и локацию. А так в целом у нас пацаны уже готовятся к этому бою 3 месяца, к этим поединкам. Кто-то 3, кто-то 2. Но в целом карта обещает быть интересным. Я думаю, он не оставит равнодушным никого. Одно имя только Жалгаса Жумагулова, боец который первый свой поединок в Найзе проводил, сейчас после UFC проводит нас. Мне очень понравились его слова. Он говорит,
брат мне предлагает разные условия разных организаций. Я хочу порадовать публику Найзы, и кроме как в твоей лиге я нигде не хочу выступить. Вообще, такое ценно, знаешь, когда ребята понимают, что не только на него должно работать что-то, да, он понимает, что и он должен работать для чего-то, да, и он ценит и промоушен, и аудиторию, и хочет подарить яркое зрелище. Жалгас — это тот парень, который, когда я ему стал подбирать бойца, ну, через матчмейкеров, он говорит: Нурбек, единственная моя просьба, не ищи мне соперника проходного. Я говорю: не, ну, Жалгас, такого не будет, но давай искать уровня, да, там, ну, по возрасту. Не, Нурбек, ищи топового. И его соперник, бразилец, сегодня в Fight Matrix на 38-м или 40-м месте стоит, если Жалгас на 70-м. То есть это топовый боец, входит в 40-ку, да, лучших бойцов мира. Я думаю, что получится зрелищный поединок. Ну, я думаю, перед тем, как попрощаться, стоит включить общий план. Вот, его включили. И посмотреть нам под ноги. Очень важная история, что сегодня можно поддерживать бойцов Лиги Найза с помощью подписок на сайт Найза ТВ. Там каждый месяц будет выбираться, каждый месяц же, да? Или поправь меня, будет выбираться главный боец этого месяца, который... Там есть фан-рейтинг, где есть... Ну, знаешь, сегодня в подписке Найза очень много преимуществ. Первое, это ты правильно отметил, когда ребята подпишутся, проголосуют за своего бойца, там есть фан-рейтинг. Это не рейтинг организации, который составляют наши специалисты. Этот рейтинг составляют сами зрители. То есть чем больше их зайдет за определенного бойца, мы заплатим бонус. Второе. Сегодня объявили, что Chevrolet Malibu автомобиль в розыгрыше до 31 декабря. 2 месяца у людей есть. Топите, подписывайтесь. Полугодовую подписку получайте. И, возможно, вы станете обладателем этого Chevrolet Malibu и других ценных призов. Также, ну, естественно, Лига Найза. Сегодня не только казахи, не только там еще кто-то. Сегодня уже наши узбекские братья говорят, понимают, мы должны все сплотиться вокруг этой лиги. Центральная Азия, там, СНГ, и, то есть вывести ее на новый уровень. Есть потенциал большой, очень большой, есть фанатская база, есть бойцов очень много, да. Ну, давайте работать над этим. Я со своей стороны хочу вот лично Сайдазиза поблагодарить, его команду, ребята, узбекский народ, за, во-первых, гостеприимство, во-вторых, за, знаешь, верность слову. Мы приехали 2 месяца тому назад, Сайдазиз без никакого договора просто дал руку, сказал, вот так будет делать. Мы никаких документов не подписывали. И все, что он обещал, даже с большим процентом сдержал слово, там, организовал все на высшем уровне. Мы со своей стороны, со своей командой уже 2-й раз выезжаем в заграничный, как говорится, тур, проводить турниры. И для меня ценно, что команда сегодня уже у нас сформировалась, привыкла. Самое лучшее, что происходит с нами, это сегодняшние дни. Будем мы в космосе, это однозначно, Алла Бирца, но для меня важно сегодняшний день. Почему? Потому что мы коммуницируем, общаемся, расстраиваемся. Кто-то плачет, кто-то смеется, радуется. У нас счастливые дни, у нас трагичные дни, у нас кризисы бывают. Но мы все это проходим, идем в следующий день, чтобы достроить свою ракету и полететь в космос. Ну и, собственно, стоит сказать, что следить за всеми сложностями Лиги Найза и за всеми успехами можно в наших социальных сетях. В первую очередь это сайт Найза ТВ, где можно выиграть теперь уже и автомобиль, и составить свой фан-рейтинг бойцов. Потом бойцов отблагодарят. Также это наш Инстаграм, наш YouTube-канал и наш ТикТок. Спасибо всем большое. Встретимся на турнире Найза 55. Ассаламу алейкум. Одна игра. Один удар. Один шанс. Один момент. Проживи его. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций.